Всем привет! И сегодня мы начинаем прохождение фермы 25. Берем карьеру, уровень сложности с нуля. Берем минимальную сумму, которая возможна, это 100 тысяч. Но единственное, что только беру кредит. Локацию оставлю Америку. Riverbend Springs. И мы продолжаем. Сейчас будет выбор персонажа. И мы с вами сделаем нашего персонажа. Не прошло и 5 лет, и загрузка завершена, и мы можем начинать. Вот здесь вот сделал я такого персонажа. Он, мне кажется, подходит под нашу американскую ферму. Единственное, добавим ему вот такую шляпу. Перчатки, я думаю, не будем добавлять, оставим без перчаток. Ну и такие вот очки. Поехали. И вот оказываемся мы в такой локации. На кармане у нас 100 тысяч и больше ничего нет. Для начала, думаю, повыполняем контракты, накопим денег и дальше уже приобретем какой-нибудь участок, поле и технику. Так, поехали. Заходим в контракты. Ага, здесь только один. Вот, еще второй появился, сухостой. Вот возьмем этот, потому что перевозка это надолго очень сильно. Там, скорее всего, будет целая куча деревьев. Поэтому мы берем сухостой. Так как техники у нас нет, то, конечно же, мы берем в кредит. Поехали. И теперь нам нужно переместиться к магазину. Вот мы сели в наш трактор. Сделаем побольше карту и посмотрим. Ух ты, вот это, конечно, нам пилить. На этой колымаге мы долго туда ехать будем. Из карты не видно ничего, надо ее уменьшить. Ну, конечно, ехать нам далеко. Ну, взяли свой первый контракт. Проедем его, он самый легкий, самый простой. Ничего сложного нет. Посмотрим еще раз. Правильно, нет, неправильно направление поехали. Ну да ладно, сейчас где-нибудь куда-нибудь подвернем и вырулим. Тут как-то карта запутана. Построена, дорога вроде есть. Вот, как видите, по карте нарисовано. А вроде и нет. И мы сейчас еще на какую-то ферму поворачиваем. И сейчас не разъедемся, конечно же, с грузовиком. Да, друзья, тут, конечно, больше времени уйдет на то, чтобы добраться к этому сухостою. Вообще основной упор, конечно, в этом прохождении хочу сделать на животноводство. Оно мне как-то ближе. Поиграем, поуправляем фермами. Я думаю, все получится. Но как бы, пока у нас денег нет, смысла заводить там кого-то, что-то покупать не вижу, поэтому пока побудем на контрактах. Да, конечно,
Ехать нам далековато. 18 км в час выдает этот тракторец. Давайте уменьшим карту. Погнали. Когда еду, включусь. Ну вот, друзья, не прошло и 100 лет, как мы прибыли к месту нашей работы. Ну что ж, сухостой. Он в Африке сухостой. Включаем пилу и начинаем работать. Вот первое, мне кажется, дерево. Все. Есть. Одно в этом всем радует, что назад не надо будет ехать и тащить. Этот трактор обратно к магазину, там где мы его брали. Так, нужно выбросить дерево. Мы, оказывается, не то дерево срубили. Не увидел я. Ладно, ничего страшного. Вот то, что нам нужно. Вот. Выбрасываем. Поехали дальше искать сухостой. О, смотрите, здесь косули даже. Прикольно. На охоту здесь ходить нельзя, интересно. Вот впереди еще одно дерево. Всего около десятка деревьев нужно срубить. Ну, вернее спилить. Так. 4 есть. Выбрасываем. Поехали дальше. Искать дерево, которое предназначено для того, чтобы его спилили. Вот одно. Выбрасываем. Еще 5. Ищем еще 5 деревьев. Они обозначены вообще. Но в такой густоте как-то их особо не видно, я бы сказал. Мы уже выехали за пределы локации, отведенной нам для расчистки, поэтому возвращаемся. Вот одно впереди. Даже 2. Так. Выбрасываем. И подъезжаем ко второму. Так. Еще 3 дерева где-то. Есть. И первый наш контракт будет выполнен. Мы что-то в чаще какой-то заблудились. Не видно даже нашего трактора. Сейчас мы тут ее все выкосим.
Ну вот косулька. Косулю не надо косить. Вот еще одно дерево. Ну, еще надо 2 будет найти где-то здесь. Там вот вижу отмечено одно. На самом деле игра, как бы, получается, если все выполнять самому, достаточно много времени занимает прохождение. Ну, хорошо, что здесь есть искусственный интеллект, так сказать, наемные работники, которым будем активно пользоваться здесь. Можно брать одновременно до 3 контрактов. И, соответственно, 1 выполняем мы, 2 выполнять будут наемные работники. Так, не подъезжает что-то к этому дереву. С другой стороны давайте. Вот, пошло. Но соскочило. Так, готово. Выбрасываем его. И последнее дерево. И контрактик будет готов. Еще найти его. В этой лесной чаще. По-моему, вижу. На границе прям. Все, друзья. Контракт выполнен. Нажимаем пробел. И получаем наши денежки. И вот нас выбросило. Так, давайте переключим. Человек. Смотрите, мы выполнили контракт, а денег у нас уменьшилось. Если что. Переключимся. Вот на такой вид. И дальше смотрим, что у нас есть по контрактам. Действующего нету. Камнеуборка. Тоже вот хороший. Этот берем его в кредит. Так, 1 еще нужно нам взять. Так, опрыскивание, деревья, прополка, сбор урожая. Слишком все морозно. Вот. Может вот это. Или вот удобрение. А это тоже удобрение. Ладно. Пока. Давайте поедем, камни свои пособираем. Давайте зацепим. Посмотрим, куда нам ехать. Да, тоже не близкий свет, учитывая, что этот тарантас ездит еще медленнее, чем тот.
Долго мы туда будем добираться со скоростью 12 км в час. Ладно, друзья, поехали. Когда еду, включимся. Ну вот, друзья, наконец-то мы добрались на то место, где нам надо провести работу. Но как-то эта штука совсем не едет. Нам, получается, выше туда нужно. Но она туда не заедет. Очень все медленно. Прям вообще. Как думаете, заедем или нет? Я думаю, что нет. Хотя у него, вон, смотрите, даже типа что-то гусеница. Да ладно. Заехали. Ну что, нажимаем X и нажимаем бой. Поехали дробить камешки. Так, одна готова. Груда камней. Сейчас едем ко второй. Вторая готова. И сейчас едем к третьей. И вот еще там рядом четвертую, только мы, кажется, застряли. Давайте попробуем так. Мы не едем, друзья. Ни взад, ни вперед. Вот так вот называется выполненный контракт. Ну все. Вот так мы потратили время и деньги впустую. Здесь в этой игре, кстати, это тоже бывает. Здесь уже, скорее всего, ничего не предпринять и не сделать. Ну что ж, остается только отказаться от контракта.
и заплатить за это деньги. Вот так вот бывает. Еще ушли в минус. Угу. Прополка. Давайте берем прополку. Посмотрим, куда нам ехать. На какое поле. О, снова ехать в Корчень. Это все контракты. Нереально далеко. Ну, это будет выполнять искусственный интеллект, так сказать, наемный рабочий, потому что здесь все просто. Доедем туда и отдадим ему бразды правления. Вот так вот мы один контракт выполнили. Один у нас поймал баг. Что он туда поехал. Сейчас едем выполнять третий контракт. Поедем по полям, по лесам, чтобы быстрее добраться до нужного нам места. Вот здесь хотя бы купить трактор 35 километров в час, 34 выдает, поэтому ехать, в принципе, побыстрее должен доехать, не тащиться целый день туда. Деньги у нас пока только уменьшаются, ничего не зарабатываем особо. Вообще кайфом в ту сторону. Поедем вообще через поле. По дорогам здесь ездить противопоказано. Мы подъезжаем. Угу, немножко не туда. Ну что, добрались мы до места. Нажимаем V, потом X, а потом H. И отдаем на откуп нашему наемному работнику. Сами пошли выполнять. Не выполнять, а взять второй заказ. Я думаю, он здесь справится без нас. Так, опрыскивание за 3400.
Переноска деревьев нас не интересует. Чуки еще платят хорошо. Это что, удобрение за 600? Такое себе. Да, давайте возьмем вот этот. Опрыскивание. Так. Вот так это работает. Потыркались, помыркались и прицепили. Предлагаю сгонять на паром и переправиться на тот берег. Едет наш паром. А мы тут пока потыркаемся. Достаточно бодренько так едет. Открылся шлагбаум. Так. Что тут надо нажать что-то? Чтоб мы поехали. Командирская рубка. Вот, R. Все, тронулись. Как вам, друзья? Мы едем на пароме. Воспоминания из моего детства. У меня в детстве, где родился и жил, был паром через реку. И я еще помню эти времена, когда я катался на этом пароме. Но это круто. Видите, пока не открылся шлагбаум, невозможно тронуться. Так, давайте посмотрим, куда мы едем. Ну, в принципе. Хотя... Ладно, сейчас попробуем доехать. Поехали по полям, друзья. Мы так будем добираться к нашему полю еще долго. Хотя тут речка какая-то. Сейчас еще утопимся. И снова не пройдем контракт. Ну, а тут есть небольшой мосток. Сельский тоже. И мы
на нашем поле, друзья. Все, нажимаем H. Смотримся отсюда. Пусть человек занимается, не будем ему мешать. Сами пока посмотрим наш контракт, и мы получаем 300 баксов за него. Не густо, не густо. Предлагаю посмотреть, что есть по полям. И, возможно, стоит нам прикупить что-то, если позволят наши финансы, потому что как-то вот. Давайте-ка мы посетим данное место. Что тут продается? Еще раз давайте посмотрим, что сюда. Вот этот кусок леса. На нем особо ничего и не посадишь. Есть одно поле возле нашего места появления. Предлагаю, наверное, купить его. Потому что... Ну, здесь еще давайте съездим, посмотрим. Здесь какой-то ранчо. Может, здесь мы что-то можем. Давайте еще раз посмотрим, что тут у нас будет наше. Мы здесь. Вот тут вот. Вот тут вот. Так. Кафе. Тут тоже что будет. Непонятно, непонятно. Надо что-то поближе вот здесь, где мы заберем аренду технику, пока так далеко ехать. Если честно, как-то не особо хочется. Вот есть поле, сельхозугодие, стручковая фасоль растет. Вот его можно купить. За фасоль сколько у нас просит? 86. Как мы ее убирать будем? Не ясно. Это вообще за сотку. Деда не купишь. Ладно, пока тогда подумаем.